Первый шаблон, который ломается практически у всех, это даже не знаю, как, у меня нет названия этому шаблону. Человек просто понимает, что слова имеют много значений. И что для того, чтобы что-то знать, нужно понимать, на что ты смотришь. Да? Ты знаешь только то, на что ты смотришь. Да? И вот каким образом смотреть, это первое, что мы проясняем на курсе. Человек понимает, что объект – это то, на что он смотрит, на что он направляет внимание. Ну, наш язык и все знание, которое накоплено и записано в книгах или в интернете, оно устроено с помощью слов, и что каждое слово обозначает какой-то объект. И многие не думают о том, что одно слово может обозначать много объектов. И вот первый шаблон, который ломается, и первое озарение, которое происходит, это происходит с каждым человеком. Высказывает он это вслух, записывает это как большую победу. Или просто что-то пробубнил про себя, типа, я догадывался, что слова имеют много значений, да, или мне говорили в школе, но я не придавал этому значения. Здесь на курсе мы отрабатываем вот этот навык, когда мы проясняем, что каждое слово, за каждым словом стоит какой-то объект. И вот какой этот объект нужно разлепить. Да? Например, мало кто из нас догадывается о том, что словом «школа» названо 11 объектов. Слово «школа» имеет 11 значений. И мы слышим слово это каждый день, но мы никогда не разлепляем, нам просто некогда, и мы как-то это проскочили в школе, разлепить между собой эти объекты. А это рождает некоторую вязкость в мышлении, это нарушает первый закон логики, и это создает сложности с воспроизведением прежде всего. А люди совершают ошибки тогда, когда они неправильно воспроизводят вопрос, неправильно воспроизводят то, на что они смотрят. Соответственно, если тебе задают вопрос о крокодиле, а вместо крокодила ты воспроизводишь таракана, то твой ответ будет заведомо неверным. Да? То есть задача хорошей учебы – это воспроизводить вопрос правильно. Вот. И удержать внимание на вопросе – это тоже надо уметь. И здесь ключом является нарушенный первый закон классической логики, сформулированный 2500 лет назад, больше даже уже, древнегреческим философом Аристотелем, создателем самой науки логики. И вот этим мы занимаемся. То есть мы первое, с чего начинаем, мы отрабатываем первый закон логики. И это проходит через весь курс. И у человека возникает навык того, что если он слышит какое-то слово, он должен родить образ объекта, который должен всплыть из памяти или создаться в этот момент в процессе наблюдения. Да? На что мы смотрим и что мы называем этим словом. Ну вот, этот шаблон мы разбиваем, который мешает нам применять классическую логику.